Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня я решила вам показать, как я пеку пироги с калиной. Я вам обещала. Когда я обещаю, я всегда выполняю. По крайней мере, я стараюсь выполнять. Вот наша заготовка калины, когда недавно мы с вами парили. Здесь одна банка на один пирог. Но я сегодня буду тесто ставить на 2 пирога. Один пирог я сделаю с калиной, другой спрошу у мальчиков. Еще с какой начинкой они хотят пирог. Можно даже булочки сделать из остатков теста. У меня сегодня тесто будет двойная порция. Для этого нам понадобится мука. На сегодняшний мой рецепт доза двойная, 7-8 стаканов примерно. Но вы знаете, что я все делаю на глаз. Но чтобы вам было понятнее, я немножко решила измерять. 5 столовых ложек подсолнечного масла, полстакана воды, 2 стакана сахарного песка, 1 стакан для начинки. Посмотрим, сколько нам понадобится. Стакан, может, или меньше. Кому как нравится. 1 стакан для теста. 2 стакана теплого молока я взяла. 6 желтков яичных без белка. 250 грамм сливочного масла. Калина. Сухие дрожжи у меня воронежские. Я пользуюсь. Вот и все в основном. Сначала я в теплой воде разбавляю сухие дрожжи. Мне сегодня понадобится 2 столовые ложки. И 2 чайные ложки сахарного песка. Хорошенько размешиваю. Оставляю на 10-15 минут. И заодно проверяем активность сухих дрожжей. Если дрожжи активные, не просроченные, то они быстро поднимаются. Я вам показывала. Вы у меня все знаете. Даже меня учите. Я очень рада, что вы меня учите. Пишите все комментарии. Что-то я, может, неправильно сделаю. Каждый печет по-своему. Есть немножко с книги тоже беру. Я все готовлю, как меня мама учила. Да и подружки, у соседей, у кого-то еще, у старших, у младших. Сейчас молодежь тоже очень хорошо занимается выпечками, мясными продуктами, готовят. Даже готовят лучше, чем мы. Они все с интернета берут. Я очень рада, что в интернете есть всего многого, к чему учат, что учат готовить нашу молодежь. У меня Юлька постоянно по интернету смотрит, что-то готовит. И дегустаторы, как всегда, мы. Мне очень нравится. Но как она готовит, я ленюсь. Я привыкла вот по-деревенски и все. Когда Юлька что-то вкусненькое готовит, она нас приглашает в гости. Оставим дрожжи. Пусть начинает работать. Растопила я масло. У кого-то, может, маргарин. Но у меня масло. Вливаю в миску желтки. Стакан сахарного песка. И взбиваем хорошенько, пока не побелеет. Вот какое состояние. Теперь сюда кладем столовые ложки соли, 2 стакана молока, подсолнечное масло, 5 столовые ложки, растопленное масло, полстакана воды и наши дрожжи. Посмотрите у меня, как дрожжи поднялись. Дрожжи у меня очень активные. Меня это радует. Все это тщательно перемешаем. Теперь я переливаю. Все это я перемешала. Сейчас постепенно начинаем добавлять муку. Я вам сказала 7-8 стаканов, но я на глаз делаю. Как-то на такое тесто
я измеряла стаканами. Да, мне сейчас в комментариях напишите, что почему желтки, белки нельзя, только желтки. Да, желтки у нас связывают хорошо ингредиенты, а в белке много жидкости, и желтки придают тесту красивый желтоватый оттенок. Перемешиваем тесто хорошенько, пока не начнет отлипать от рук. Вот у меня уже от рук отлипает. Вот такое желтоватое тесто у нас получилось. Не очень жесткое, не очень мягкое. Сейчас мы это тесто поставим подниматься. Накрою я крышкой и поставлю теплое место тесту подняться. Поставлю пока на час, потом открою, посмотрю, что будет у меня моим тестом. Пока поднимется наше тесто, мы готовим начинку. Когда я что-то пеку, я много говорю. И в комментариях бывало написали, что я, когда готовлю, надо быстро готовить, не надо много говорить. Уважаемые мои зрители, подписчики, у меня не кулинарный канал. Я веду влог про деревенской жизни. Как мы живем, с чем мы дышим, как мы кушаем, как мы развлекаемся, как мы живем, как мы работаем, как отдыхаем, как мы детей воспитываем и так далее, и так далее. Поэтому у меня, предупреждаю, не кулинарный канал. Я добавляю сахар, целый стакан добавила, потому что начинка у нас кисловатая. Сюда же я добавляю ложку крахмала или 2 ложки киселя. У меня сегодня кисель. И все перемешиваем. Почему я крахмал добавляю? Потому что в калине тоже жидкости много и может вытекать. Это меня к этому научила моя подружка Флорочка. Я про нее влог снимала. Она жила в Узбекистане, служила в Афганистане. Она торты хорошо очень печет, выпечки всякие. От нее я многому научилась. Пироги готовить замечательные. Что я недополучала от мамы, учила меня моя подружка Флорочка. Кстати, про нее многие спрашивают, продвижение какое есть или нет. Нет. Также там же живет, болеет, суставы, давление, получает лечение, сахарный диабет у нее тоже. Мне ее жалко. Время от времени ездию, навещаю по телефону каждый день. Разговариваем, узнаем друг о друге. Она у меня самая лучшая подруга. Я ее так люблю и обожаю. Сколько лет с ней дружим. Хорошая, боевая моя подружка. Все, начинка готова. Теперь ждем теста. Я буду заниматься пока своими делами. Вымою посуды. Наше тесто хорошо поднялось. Тесто пышное. Теперь раскатаем пирог. Эластичные, цвет желтоватый.
Теперь мажем начинку. Калину нашу пареную. Теперь закрываю пирог. Плотненько вот так. Прищипываем края хорошенько, чтобы пирог не открылся. Сделаем дырочку вот здесь. Чтоб пирог не вздулся. Теперь смазываем яйцом. Пирог мой поднялся. Температура здесь у меня 180. Ставим на 40 минут. Посмотрите, какой пирог мягкий, пышный. А вот моя булочка. Самая пышная. Я сделала с кунжутом булочку. Мои дети обожают. Вот какая вкуснятина. Очень мягкая, ароматная, вкусная булочка. Не жри, Гулямза. У тебя диабет. Сейчас я попробую резать пирог. А вот мой обещанный пирог с калиной. Калина очень вкусная. А запах такой ароматный. Сейчас я чайник поставлю. Чё сидите, смотрите, давайте кушать. Мои уважаемые подписчики, зрители, отведайте моих булочек и моего пирога. Сейчас я покажу, как у меня оценят дегустаторы мои. Вот мои дегустаторы. Что скажете? Очень мягкие. Вот, держите и попробуйте. Как можно держать? Они очень мягкие и пышные, во рту тают. Они очень вкусные. Мягкие, как всегда. Нравится, да? Да. Что за пироги вы кушаете? Пироги с калиной. Вкусные, да? Сладкие? Угу. Они, когда ягоды, они кислые. А когда сварятся они очень сладкие. Приятного аппетита вам, мальчики! Спасибо. Спасибо. Ну вот, пирог удался. Мальчикам пирог понравился. И мне то же самое. Напишите, кому что понравилось, кому не понравилось. Кто как делает еще. По-другому, может, кто-то делает. Это тесто для пирога сдобное. Если что-то вам непонятно, напишите мне. Пожалуйста, я буду очень рада ответить на ваши комментарии. Спасибо, что вы меня смотрели. Кому мои пироги и булочки понравились,
ставьте лайк. А кто первый раз на моем канале, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Спасибо всем. Всем пока-пока. До следующих встреч.